Уникальное здание 1901 года. Здесь располагаются уникальные телескопы 19 века постройки. Павильоны из гофрированного железа, сами телескопы, кирпичная кладка стен, деревянные купола. Тут все так же, как ровно 120 лет назад, когда открылась обсерватория. И вот на это грандиозное событие был приглашен весь казанский бомонд, московские гости представительные. С тех пор здесь ничего не поменялось. Иногда белили стены, красили двери, меняли стекла на окнах. Сейчас все требует капитальной реставрации. И это не просто желание войти в список ЮНЕСКО. Обсерватория – место научно-просветительской работы. Только за прошлый год ее посетили более 40 тысяч человек. Все приходит все-таки в негодность, необходима некоторая реставрация, то есть часть помещений требует ремонта, особенно вот внешнего ремонта. Практически, конечно, все это требует финансов, и Казанский федеральный университет самостоятельно не в состоянии потянуть такие финансовые затраты. Еще один уникальный объект комплекса обсерватории – усыпальница. Здесь захоронены великие астрономы Василий Энгельгард и Дмитрий Дубяга. Это здание тоже требует реставрации. В настоящее время мы готовим документы для представления проверки его в ЮНЕСКО в Париже. Во Францию отправят 3 тома документов: описание номинации, фото и чертежи и план управления объектом. Сейчас все это переводят на английский язык. Мы очень этого хотим и делаем все для этого, для того, чтобы это состоялось. Но у ЮНЕСКО есть свои регламенты. Естественно, это работа, которая будет проводиться вместе с Российской Федерацией, в рамках Российской Федерации и в рамках ЮНЕСКО. Сразу же, вот если мы сейчас перечисляем, столько зданий перечислили, столько видов работ перечислили. Мы же должны понимать даже, кто будет выполнять эти работы. Сегодня на специальном совещании представители самых разных ведомств обсуждали детали подготовки объекта к представлению экспертам ЮНЕСКО. Документы документами, но лучше один раз увидеть. Такая возможность будет летом 2022 года. Тогда в Казани пройдет 45-я сессия ЮНЕСКО. Я не сомневаюсь нисколько, что эта межведомственная работа приведет к успеху. Ну и, безусловно, очень большие задачи у местной администрации будут, у администрации Зеленодольского района. Вообще Зеленодольский район будет у нас единственным районом в республике, где, я надеюсь, будет 2 объекта всемирного культурного наследия. Татьяна Ларионова обозначила сроки предстоящих работ. До 30 сентября должны быть отправлены документы в ЮНЕСКО. До 10 октября нужно предоставить проектно-сметную документацию реставрации. Пока же обсерватория Энгельгарта будет продвигать космос в массы. Здесь почти достроили кампус для научных презентаций. Хотят построить гостиницу на 30 мест, а школьники и студенты смогут заниматься спортом на специальной площадке. В планах и свадьбы под луной. Молодожены смогут зарегистрировать свой брак под звездами. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.